Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня четверг, и в администрации района мы проводим брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге участвует начальник отдела муниципальной службы информационно-аналитической и кадровой работы Рустам Дергамединович Хисаметдинов, заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева и начальник районного управления образования Гульнара Фаруховна Кашапова. Об общей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан расскажет Рустам Дергамединович. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Башкортостане зафиксировано 29 126 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 134 случая. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получают 268 человек, из них в тяжелом состоянии 21, подключенных к аппарату ИВЛ-7. На амбулаторном лечении находятся 5222 человека с легкой формой заболевания. За сутки выписано 182 пациента, всего за период пандемии 23 348 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая смерти от COVID-19, всего умерших 288. Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки 193 человека, выписанных пациентов с пневмонией 181. Рустам Дергамединович, заодно и ознакомьте, пожалуйста, о последних изменениях в указе о режиме повышенной готовности. 3 марта Ради Фаритович Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских мест не более 80% от вместимости зала. Ночные клубы и иные аналогичные объекты также могут работать при строгом соблюдении санитарных норм и при условиях заполнения не более 85% от вместимости. Проведение матчей чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги, континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд, а также других соревнований спортивных мероприятий разрешается при условии заполнения трибун не более 85% от вместимости спортобъекта. Вместе с тем рекомендуется отменить, а при невозможности перенести деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек. Министерство образования и науки Республики совместно с муниципалитетами предлагается рассмотреть вопрос перехода образовательного процесса в школах с 9 марта текущего года в штатный режим, по возможности с отменой гибкого расписания занятий и увеличением продолжительности уроков до 45 минут. Управляющие организации должны проводить дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах не менее 1 раза в неделю. Теперь слово передаем Гульназ Ришатовне. Расскажите, пожалуйста, нам общую ситуацию по коронавирусной инфекции в районе. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 4 марта всего в районе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 488 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это плюс 24 новых случая за неделю. Выздоровление 446 человек, это плюс 18 выздоровлений за неделю, что составляет 92%. На амбулаторном лечении находится 29 пациентов с легкими формами течения заболевания. 13 пациентов нашего района получают стационарное лечение в инфекционных госпиталях. Еще один пациент получает также стационарное лечение в инфекционных госпиталях с диагнозом коронавирусной инфекции. Вирус не идентифицирован. Общее количество проведенных тестов на COVID-19 с начала пандемии – 13 256 исследований. Из них готовых результатов 12 542. На сегодняшний день 714 анализов находятся в работе в лабораториях нашей республики. В районе, как и по всей республике, продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Как проходит вакцинация в районе?
В районе, да, действительно продолжается активная вакцинация. На сегодняшний день в наше учреждение поступает только один вид вакцины, это ГАМ-ковид-вак или спутник Ви. Мы, кроме этого, на прошлой неделе начали получать однодозные вакцины. Это означает, что одна доза вакцины рассчитана на одного человека, и любой человек при желании может подойти в наше медицинское учреждение и привиться сразу на местах. До этого мы получали пятидозные вакцины, то есть один флакон был рассчитан на 5 человек вакцинации. И для этого нам приходилось списком собирать, для того, чтобы флакон открывать сразу на 5 вакцинаций. Сейчас это доступно для каждого. За весь период мы провели 505 вакцинаций. Это плюс 63 вакцинации на прошлую неделю. Из числа привитых 221 человек охвачены вторым компонентом, и составляет это 44%. То есть 221 человек закончили все этапы вакцинации. Постпрививочный статус у всех без осложнений. Я хочу также напомнить, что вакцинация также продолжает проводиться во втором кабинете второго этажа старого здания поликлиники после осмотра врача-терапевта в 7-м кабинете. Обязательно необходимо подойти с паспортом и с НИЛСом, и после вакцинации в течение 30 минут необходимо наблюдаться в нашем медицинском учреждении. Также процедура продолжает у нас проводиться в 2 этапа. Первый компонент вводится, далее через 21 день вводится второй компонент, и через 42 дня после введения второго компонента формируется защитный титр антител у человека, и человек считается уже завершенным по вакцинации. Также я хочу напомнить возможности записи на вакцинацию. Это портал государственных услуг, это мобильное приложение к врачу или сайт Доктор РБ. Единый номер колл-центра 1301 и 122 также имеют возможность записаться на вакцинацию. Есть ситуационный антиковидный центр по номеру 8 347 218 19 19, по которому также принимаются заявки на вакцинацию. И также есть у нас номер врача-эпидемиолога 8 963 898 40 50, по которому вы непосредственно уже можете позвонить и записаться в лист ожидания для вакцинации в нашем медицинском учреждении. Прежде чем вакцинироваться, например, человек хочет проверить наличие иммунитета на ковид. Когда ему лучше сдавать анализы? На какой день? По рекомендациям Минздрава перед вакцинацией не обязательно проведение иммуноферментного анализа на наличие антител. И вообще количественная оценка антител иммуноглобулина G позволяет оценить, насколько организм человека имеет защитный иммунитет к коронавирусной инфекции. Если человек перенес в более легкой форме или бессимптомно, в таком случае уже титры антител они будут минимальные. Их, наоборот, в динамике нужно отслеживать пациенту для того, чтобы в дальнейшем он мог привиться, потому что иммунитет со временем теряется. А после проведения вакцинации у нас по стандартным операционным картам рекомендуется проводить исследование иммуноферментного анализа на наличие антител иммуноглобулина G в организме человека через 21 день после проведения второй вакцинации. Спасибо за информацию. А как ситуация с диспансеризацией взрослого населения у нас в районной больнице? В этом году мы планируем провести диспансеризацию взрослого населения с охватом граждан 5813 человек. Диспансеризация проводится один раз в 3 года, возрастные периоды, начиная с 18 лет и далее кратностью 3 года. Есть исключения для проведения диспансеризации. Это категории лиц, которым требуется ежегодное проведение профилактических осмотров. Это инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и лица, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий. Для прохождения диспансеризации в нашем медицинском учреждении пациент, который по возрасту подходит в год диспансеризации, может подойти в 321 кабинет, это отделение медицинской профилактики, минуя регистратуру, амбулаторная карта не требуется.
И в отделении проводится анкетирование, антропометрические исследования, бесконтактная тонометрия глаза или измерение внутриглазного давления в возрасте 39 лет и старше. Затем пациенту дается маршрутный лист, бегунок. Он начинает проходить необходимые исследования в рамках диспансеризации. Это флюорография, электрокардиография и маммография женщинам старше 39 лет. Для завершения первого этапа диспансеризации в результате проведенных исследований пациент дополнительно осматривается врачом-терапевтом. Врач-терапевт определяет группу здоровья, выдает необходимые рекомендации, назначает лечение при необходимости отправляет на второй этап диспансеризации для проведения дополнительных обследований и дополнительных консультаций. Благодарим вас за подробную информацию. А теперь перейдем к теме из образовательной системы. О подготовке государственной итоговой аттестации в районе нам расскажет Гульнара Фаруховна. Добрый день, уважаемые наши родители, уважаемые наши выпускники 9-11 классов. Приказом по отделу образования от 23 ноября 2020 года разработан, утвержден план мероприятия, это дорожная карта, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Илишевском районе Республики Башкортостан в 2021 году. На сегодняшний день мероприятие дорожной карты выполняется своевременно и в полном объеме. В плановом порядке проводится у нас совещание руководителей образовательной организации, заместителей по учебной работе, методическое объединение учителей-предметников по вопросам эффективной подготовки государственной итоговой аттестации 2021 года. На сайте Управления образованием в разделах ОГЭ, ЕГЭ размещена и своевременно обновляется вся необходимая информация для выпускников и их родителей. Согласно утвержденному графику, в январе 2021 года во всех общеобразовательных организациях проведены родительские собрания с приглашением учителей, родителей, самих выпускников с целью ознакомления с процедурой проведения итоговой аттестации, особенностями итоговой аттестации 2021 года, правами и обязанностями наших выпускников. По утвержденным графикам практикуются тренинги психологов с посещением сенсорных кабинетов, психологических разгрузок, которые у нас имеются в 7 общеобразовательных организациях района. Также в октябре-ноябре 2020 года был проведен входной контроль в форме выездного тестирования по русскому языку, по математике. Результаты все были проанализированы, составлены индивидуальные планы работы над повышением качества выполнения заданий. Репетиционное ЕГЭ в реальном формате проводится по утвержденному графику на базе средней общеобразовательной школы номер 4 села Верхняя Иркеева. И все результаты также у нас анализируются на совещаниях в управлении образованием. Скажите, пожалуйста, какие экзамены в этом году предстоит сдавать нашим выпускникам и какие именно экзамены считаются обязательными? Обязательным экзаменом для 11-классников в 2021 году будет русский язык, только русский язык. Остальные все предметы по выбору. Предварительно у нас 18 выпускников планируют сдавать в 2021 году ЕГЭ, не планируют, вернее, сдавать ЕГЭ, так как они будут поступать в средние профессиональные учреждения. Математика в 2021 году является предметом по выбору и сдается только выпускниками, которые выбрали данный профильный уровень. Основной государственный экзамен для 9-классников выпускники будут сдавать по 2 обязательным предметам. Это по русскому языку и по математике. Проведение основного государственного экзамена по предметам по выбору в 2020-2021 учебном году отменено. Вместо этих экзаменов для 9-классников будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету. Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация по выбору. То есть это предметы у нас физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки, обществознание, литература. Они будут проведены до начала основного периода ГИА-9
по рекомендованному Роспотребнадзором расписанию в период с 17 мая по 21 мая 2021 года. Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает участник ГИА-9, то есть сам у нас выпускник, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории, например, прием в профильный 10 класс. Если, например, выпускник после 9 класса планирует поступать в профильный 10 класс, то обязательно рекомендуем выбрать предмет, который является профильным в данном 10 классе. Варианты контрольной работы по соответствующему учебному предмету будут составляться по спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ 2021 года. А какие дополнительные занятия могут посещать учащиеся, чтобы успешно сдать выпускные экзамены? Для активизации подготовки к единому государственному экзамену по профильной математике с февраля возобновил работу ресурсный центр. Занятия проходят по субботам на базе средней общеобразовательной школы номер 4 с 9 утра до 12 часов дня. По графику председателем республиканской предметной комиссии также проводятся у нас консультации по всем предметам единого государственного экзамена. Также по графику в течение марта ведущими учителями района будут проводиться районные консультации по всем выбранным предметам ЕГЭ. Графики консультаций и ссылки, они все размещены на сайте Управления образованием. Также на май запланирован у нас тренировочные всероссийские экзамены по формате единого государственного экзамена по русскому языку, обществознанию, английскому языку, информатике и КТ, по математике профильной. Главой республики Ради Фаритовичем Хабировым была поставлена задача по повышению среднего балла ЕГЭ, в связи с чем с Управлением образования разработана и утверждена дорожная карта по повышению среднего балла ЕГЭ. Все мероприятия плана выполняются своевременно. Уважаемые родители, уважаемые наши выпускники, по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена, основного государственного экзамена у нас работают телефоны, горячая линия, номера 5 16 12 5 28 87. Можете в любое время к нам обратиться. Благодарим вас за подробную информацию. Уважаемые жители района, на этом мы завершаем наш брифинг. Встретимся с вами в следующий четверг. Берегите себя и не болейте.